Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование по делу Курманбаева считается оконченным исследованием по делу. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Пожалуйста, Тилек Алмазбекович, пройдите к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо. Важнейшей специфической особенностью морального вреда является то, что сами негативные изменения происходят в сознании потерпевшего. Я считаю, и уважаемый представитель Джург Кенеш поддержал меня, что при определении размера компенсации морального вреда должны учитываться индивидуальные особенности потерпевшего. Моральный вред возникает в результате физических либо нравственных страданий. Физические страдания – это категория чисто физиологическая. Поэтому у разных людей разный болевой порог, разные способности терпеть физическую боль, в связи с чем неправильно оценивать одинаково моральный вред, причиненный одинаковой силой ударом ребенку или же престарелому. Нравственные страдания можно определить как совокупность отрицательных эмоций, чувства страха, унижения и обиды. Так как степень и глубина подобных психических реакций зависит от индивидуальных особенностей психики, уровня развития интеллекта, самооценки потерпевшего, так и от положения объекта, посягательство на который причиняет моральный вред в системе ценностей самого потерпевшего. В связи с этим, например, не может быть одинаковой компенсация морального вреда за психические страдания, вызванные причинением вреда здоровью с образованием уродующих открытые части тела шрамами и рубцами, для лица, придающего особое значение своей внешности, и для человека, не очень сильно ею озабоченного. Ведь если в системе ценностей потерпевшего ее собственная внешность стоит на одном из первых мест, то и причинение ущерба внешнему виду вызовет у него глубокие переживания. В случае же, когда потерпевший вообще не придает значения красоте своего тела и не испытывает отрицательных эмоций от того, что его внешность пострадала, можно говорить лишь о компенсации морального вреда, выразившегося в физической боли. Кроме того, при определении размера компенсации морального вреда необходимо в отдельных случаях учитывать материальное положение лица, которому такой вред причинен. Необходимость учета материального положения потерпевшего в данном случае продиктована спецификой компенсирующего вреда. Компенсация морального вреда есть предоставление потерпевшему возможность испытать за счет взысканной суммы положительные эмоции, соразмерные с испытанным им физическим или нравственными страданиями. На основании вышесказанного прошу признать неконституционным часть 2 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и противоречие частям 2 и 4 статьи 23, частям 1 статьи 61, частью 2 статьи 62 Конституции Кыргызской Республики и отменить ее действие. Присаживайтесь. Спасибо. Слово предоставляется для заключительной речи Кадралиеву Тенарбеку Сабыровичу. Прошу пройти к трибуне. Ну, мы остаемся на своей позиции, в принципе, считаем, что здесь никакие права и свободы граждан не нарушены. Законодатель правильно определил практику применения, которая раньше не существовала до 2017 года. И я думаю, что она более сейчас приемлемо. Это на сегодняшний день данная практика проведения размеров, это определенные размеры. А остальные вопросы, то, что мы здесь говорили в части несогласия с размерами, то можно, пожалуйста, здесь опять-таки имеют право подать в гражданском порядке данные вопросы. Это действительно была новелла Уголовного кодекса, это 2017 года, и эта новелла была поддержана Уголовным кодексом 2021 года без изменений. Может быть, где-то я здесь еще не успел досказать. Размеры были, видимо, тоже из экономических соображений определены, будем говорить, по курсу доллара. В то время, в 2017 году, курс доллара был такой, значимость доллара, и здесь, я думаю, тоже надо посмотреть. У меня все, мы остаемся на своей позиции, что здесь не нарушены права. Присаживайтесь.
Бабаева Баглан Урманбековна, пожалуйста, пройдите к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. То, что сказал представитель Джогуркениша Кадралиев, я поддерживаю и считаю, что ходатайство Курманбаевой необоснованным, и прошу ходатайство не удовлетворять. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Курманбаева Аиды Маратовны о проверке конституционности части 2 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.